Ассаламу алейкум. Витаю всех. Аят Маш Вовен. Сегодня... Так, у нас сейчас стрим включился. Нет. Секунду. Должен включиться. Я думаю, включился. Сегодня 28 марта 2026 года. 19 часов уже 28 уже получается минут по Брюсселю и 21 час 28 минут по городу Джахару. Сегодня у нас 211 стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Что-то здесь. Слышно, да? Да, слышно хорошо. Хорошо. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале TikTok. Так, сегодняшний стрим называется «Непобедимая Украина. Как Кремль терпит провал». Об этом и многом другом мы Тебя плохо слышно. Ох, исходяет. А сейчас лучше, когда ты громче говоришь. Хорошо, буду говорить громче. С нами, как обычно, уже 211 стрим на платформе открытого диалога, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов, и по традиции я передаю ему слово. Аят, вам слово. Хазион, Аят, слышишь меня? Слышу, но слабо что-то. Ну все, я уже вступление сделал, можешь уже начинать. Да? Да. Лигдо, сегодня у нас добрый вечер, дорогие друзья, кто нас слушает. Мы с некоторым опозданием по техническим причинам. Мы говорим о тех ситуациях, которые складываются в мире, и ситуация, которая связана Россия и Украина. В целом об этом. То есть ситуация, как бы она идет в таком подготовительном процессе в мире. Мы все наблюдаем, что происходит в отношениях между Америкой, Ираном, дальше, история, что делать. Но если вот сейчас смотрим, какие изменения, что происходит, пока изменений стратегических нет, хотя все говорят, вот что-то наступит. Но есть только такие вот, можно текущие сказать, моменты. Путин собрал всех своих олигархов и потребовал чтобы они деньги на войну. Аят, звук дикиат, я тебя плохо слышу, акара дикиат, бог. Плохо слышно? Обрывается, обрывает, частями только тебя слышу. А вот так если? Звук с эхом, бог. Тоже так же, да? Да. Что творится? Двойной звук с эхом и фонит, бог, эхо его. То же самое, без изменения, Аят. То же самое, да? Ну, сейчас мне показалось вроде нормально. Сейчас? Сейчас тоже? Но хаджим юхта ачхайна обрываться. Да хаюхит ихильча, кажется, что лучше слышно. Что-то такое. С чем это связано? Ну? Вот, мне кажется, нормально сейчас. Да, может быть. Ну что?
Снова не слышу, да? Слышно, сейчас слышно, Аят. Тебя плохо слышно. Да? Плохо слышно, да? Да. Может, Что-то это у меня творится проблема. здесь. Ну, я аппарат уже поменял. Так, что же делать? Где ваш мой? Может выйти, попробовать войти опять. Да, я выйду тогда. Вообще выйду еще раз, да? Да, давай. Давай. Отключи. О. Так, что у нас? Опять какие-то непонятные. Непонятные. Асабяк, YouTube, чуа, TikTok, чуа, масана, мамо. Somухес, алиш. Ага, соинс хези. Аят чувал чо ухезер, Иса хезер, со ухезер хезер, когда аят волшена, чо. Может, мне просто надо поближе подвинуться. Буквально вчера читал, что директору ФБР залезли в телефон и украли у него все. Представьте себе. О, Аят. Как? Сейчас отлично. Посмотрим сейчас дальше. Нормально? Да, вроде нормально. Тебя плохо слышно. Ох, Мне, по крайней мере. Ох, да, сюига бо, ацар, ох, эс бо, Может, это у меня проблема. Нажимая до конца вот этот выход. Это? Сходик хэссун, сейчас пока вроде нормально. Да? Ух, эзи. Тебя слышно сразу, но эхо идет мое. Ага. Значит, Тебя слышно не очень. не Ну очень. так, мне нужно, чтобы ты громко говорил. Эхо у тебя, Юбов. В чем же дело? Давай попробуем. Просто надо поговорить, и тогда только поймем, работает или нет. А? Надо тебе немножко поговорить, чтобы понять, работает или нет. Ну давай. Поговорим. Ну вот, слушаем тебя внимательно. Так. Это я вижу, кто-то написал. Да, это раньше они написали. Да. Сахман написал. Не знаю. Хэшу, Аят, тебя слышно. Ой? Хэшу. Так, это все равно есть. Есть, да, эхо? Эхо лучше записи штурмовик. Да, эхо. Удовольствие. Какой аппарат попробовать, дичи Аят? С другим аппаратом можешь попробовать. Ну, я попробовал, вторым. Попробовал, но
Ну, гид, садик хезон, Даже аят. еще двумя я попробую. У сотника последний раз тоже так было. Тебя хорошо слышно, Бог. Ну, видимо, Так, все дело. не хотят Сейчас нас я... слышать. Ее сюда. Теперь не видно тебя, аят. Аят, гу шварц, хэ шварц. Приносим извинения за неполадки технические, друзья. Как вы видите, всячески нам мешают. Обратите внимание, что на разных там миллионников, 2-3 миллионников каналов у них таких проблем не возникает. И тогда возникает вопрос, а почему у них не возникает никогда таких проблем? А возникает только у нас. С чем же это связано? На территории фашистской России нас запрещают, а их не запрещают. Ну и так далее, и так далее. Хотя некоторых их объявляют иноагентами, да, даже террористами объявляют, там, экстремистами. Но почему-то спокойно вещают на Россию, и у них все нормально. Вот с чем это связано? Вы можете мне подсказать? У меня есть свои наблюдения по этому поводу. Свои предположения, так сказать. Но ну вот такие вот дела. Но это говорит о том, что мы делаем свою работу правильно. Значит, мы делаем все верно. Раз мы мешаем абсолютному беспримесному злу на этой земле, значит, если они выделяют на нас ресурсы, работают, понимаете, значит, все отлично. Все отлично. Но это создает немножко неудобства для зрителей, но мы тут занимаемся не какой-нибудь развлекательной публицистикой, скажем так, или какой-то развлекательной программой. Алейксалам, ламаназ, машур. Мы занимаемся поиском правды, поиском истины. Я в прошлом стриме говорил, друзья, хочу еще раз вам сказать, почему сейчас не может войти. Так, заходит. Главное быть честным, друзья. Это самое главное. Так, аят. Ну как? Отлично, слышно, отлично. А меня как Все слышно? равно эхо есть. У тебя, да, есть эхо? Угу. Алиш эхо юй. Юй эхо. Сун цахез, а зритель шахези хатре. Есть эхо, да? Ну я слышу сам. Оттуда я сюда слышу.
Ну, значит, наверное, есть. Значит, если в одном и во втором телефоне есть эхо, значит, что-то не то. Значит, может, проблема в моем телефоне, Аят. Не знаю, может быть, и не в своем, а может быть... А у тебя есть рядом включенный какой-нибудь аппарат, телефон, что-нибудь? Ну, телефон есть, но он просто включенный, и все. Он включен у нас на наш стрим? Не, он выключен, вот видишь, и все. Ага. Я могу его вообще выключить сейчас. Ну, есть, а я це вишері просто. Вist kana hintu haja. Эджей? Да. Ю? А может тут компьютер? Нету трансляции, Кавказ. Алло? Нету такой трансляции. Сейчас. Кто его спросил об этом? Эхо есть, но все равно понятно, если сильнее говорить. Во, Исас. Ну, Иса... Нет. Ох, сильно слышно. Эхо, да? А, Надежда оформляет прямо сюда. Идет назад. А может немножко звук сбоку на кнопку на телефоне сбавить тебе, может быть, будет. Там я ушел. Джим, сбоку кнопку хулк телефон, да, из. А? Сбоку кнопку хулк оказа, и звук ларье. Джим ларье ча. А, ну. Я это могу сделать, конечно. Сейчас как? Мне нормально, я не слышу эхо. Зрители и ты слышат эхо, я не слышу. Ну, я слышу, но когда убавил голос. Ну, давай поговорим все равно. Давай, Аят, давайте. Чтоб-то не было. Продолжим, если даже эхо есть, немножко поговорим. Да. А там уже дальше будет, а мало ли, изменится. Потом будем. Давай. Аят, я хотел спросить, пока вот есть такая возможность. Сейчас начали говорить, Дмитрий Медведев начал говорить, что мобилизации новой не будет. Не нужна мобилизация. Что-нибудь? Мобилизация. Ага. Как ты считаешь, это они готовятся к большой мобилизации или что это? Ну, что я могу сказать по этому поводу? Так это одно, что Медведеву, Путину доверять нельзя ни в чем. Это однозначно. Они там собирали, говорил, своих этих так называемых олигархов. И, в общем, их трясут за кошельки. Там Сечин, Керимов, как его, Керимов, отец, Сулейман, это дагестанец. Они по 100 миллиардов, этот сказал, второй, 100 миллиардов долларов я отдам, еще такое. А потом этот Песков начал говорить, нет, он не просил, они сами решили, это добровольно. Почему вы там? Они добровольно сами будут. Но это связано, наверное, с тем, что Украина ударила по Петербургу, порт их, который там они отправляют эти танкеры, нефть, так? И там у них много чего, значит, видимо, эти санкции, которые им сняли, прибыль от этого у них вроде не будет особой. Ну, вопрос даже не в этом, а в том, что, наверное, они хотят вот это все и там собраться, что-то делать. Если она мобилизация будет, то, как ты, наверное, уже слышал, вчера и сегодня на Болотной площади собралось большое количество студентов, людей. Ты слышал, да? Нет, не слышал. И там были
значит, большие протесты, люди вышли, начали требовать, что такое, то, в общем, протест, в общем, арест, изменения, там вот это сейчас я вот информацию такую я прослушал уже, так? И вот это все идет. Теперь по Петербургу, там, где это было, там тоже информация была о том, что там были, оказывается, казахи в этом порту работали. Там не упускали, пригнали охрану, а эта охрана, оказывается, были, говорят, чеченцы. Ты слышал, да, это? Да. И вот это они, русские, говорят, что это были чеченцы, а из других всех вот информации нет никакой. Там информация о том, что это были чеченцы, или чеченцы не говорят. Это? Но они обычно делают русские там, они же любят стравливать людей. Теперь они хотят, если даже там один чечен был, сказать, что это чечены сделали, они на самом деле потом нагнали там свой ОМОН, и людей там тоже там, в общем, прогибали, там, били, там, арестовывали, что-то делали. И теперь говорят, вот казахи, чеченцы, это уже, мне кажется, на долгие времена, это братья, друзья, может быть, какие-то дураки могут там лично, а так, в целом народы наши, это братские народы, это не может быть. Мы там родились, я там родился, другие мои, многие люди там, мы знаем. Поэтому вот этот свой нарратив, как говорят, русские и здесь пытаются в любом случае вот столкнуть и сказать, вот такое случилось. Это, мол, чечены против казахов. На самом деле этого не может быть, потому что не должно быть, а это какая-то провокация. Ну что еще здесь мы можем говорить? Значит, можем говорить о том, что такой успешный, как говорится, контакт президента Украины, который был в Саудовской Аравии, в других местах, с ними договорился о том, что они будут помогать им, чтобы иранские эти дроны, ракеты, там было, чтобы их сбивать. Опыт есть у украинцев. И это есть такой, значит, прорыв на международной арене, так? И в то же время в ответ все будут снабжать, конечно, Украину соответствующими другими, скажем, средствами защиты и нападения тех, кто находится на территории Украины, и вплоть даже на территории России. Потому что те бьют, они что-то могут. Вот такая ситуация там. Но с другой стороны, получается так, что вроде бы Россия как бы и друг Америки, потому что Трамп сейчас ведет какую-то такую неясную политику, в которой он говорит, что вот он там им, в общем, его все вот эти реверансы снова, в том, что он дает там неделю, 10 дней, 6 дней, или сколько-то часов, вот, что такое. В общем, видимо, готовится какой-то, как говорят, такой большой шутер, как говорят блатные российских, значит, средства массовой информации с бандитизмом. Потому что они все бандиты. Вот они готовят, видимо, это. Получается, с одной стороны, как будто бы и Россия, и Иран, они единомышленники, я рассказывал в раз через Таджикистан что-то там везли, 1000 тонн, 3000 тонн, теперь они по Каспийскому морю все какое-то снабжать, значит, кому-то готовятся, и те, и другие. Трамп говорит, что он выставил претензии, значит, которые могут быть условием прекращения огня, и все такое, и установления мира, и все такое. Ну и те, что выставляет Трамп, я могу, конечно, зачитать их, но это Трамп
требует того, чтобы они вот все остановились и больше не били по этим, значит, объектам, так? А Иран говорит, нет, мы с вами не будем никогда договариваться, мы такие, как мы, с вами такие, как вы, никогда ни о чем не договоримся. Вот такой вот. Ну, они имеют в виду, что это непорядочно, с одной стороны, а с другой стороны, что они могут, здесь можно говорить о том, что они делают, все, что делают, не прав, и не прав. Хотя на это не ссылаются, но можно так полагать. Так что здесь какая-то вот такая закваска. Получается, что все со всеми бьются. Получается, вроде бы этот Трамп, президент, он поддерживает, с одной стороны, Иран, то есть Россию, а Россия бьется против, скажем, Украины, а Украина бьет и защищает эти арабские страны против тоже будет договариваться. В общем, такое вот затяжное непонятное состояние, которое может привести, конечно, к взрыву. Ну, наверное, мы читали, ты знаешь, что вот заявление сделал этот президент Эрдоган. Он сделал заявление, что он призвал вот эти страны, арабские страны, мусульманские, призвал к тому, чтобы противодействовать, какое-то интересное заявление, противодействовать Израиль, который совместно с Европой пытается развязать здесь большую войну, которая может стать катастрофой. И говорит, что это все спровоцировали иранские маджахеды, которые там напали тогда на Израиль. Теперь они хотят напасть на Иорданию, Иорданию будут защищать. С одной стороны так, то есть получается, что Турция не приемлет действия и Хамаса, который является подручниками Ирана, как он заявил, и с другой стороны поддерживает и Израиль, Нетаньяху. Вот здесь вот какая-то вот закрутка, которая, он просит все призывать эти страны Ближнего Востока, мусульман, что мы должны, мол, первые в этом вопросе выступить и не дать случиться тому. И он говорит, что это все организовывает Запад вместе со всеми Израилем. Они хотят здесь вот то-то. Вот такая вот складывается ситуация. С другой стороны, речь идет о том, что вот это Ормузском проливе, что-то там можно пропустить, они сказали, 10 этих танкеров нефтью. Те наших друзей мы пропустим. Но условия, которые ставит, скажем, Иран в ответ на это, я зачитаю, я зачитаю. Значит, вот истории такие. 5 пунктов, условия, которые требуются для решения вопросов со стороны Ирана. Иран говорит, остановить войну со стороны США и Израиля и прекратить убийство людей. Второе. Требует создания условий гарантированных механизмов, не позволяющих возобновления ударов по Ирану. Третье. Требует выплату репараций Америки и Израиля всего нанесенного ущерба. И четвертое. Прекращение боевых действий во всем регионе Ближневосточном, арабском, там этого не было. И, значит, требует признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом как обязательное условие, если этого не будет, все предыдущее молниеносно.
То есть это такое условие, которое может быть неприемлемо для всех остальных, скажем, европейских и других государств. То есть вот это все нефтеносные, скажем, страны, они будут обеспечивать весь этот диктаторского режима, скажем, страны, Россию, Китай, там еще какие-то, которые являются друзьями этих иранцев. В общем, вот такая ситуация на данный момент. И это, конечно, говорит о том, что дело идет к чему-то. Кто может остановить эту войну, становится вопрос. В чьих руках, чтобы остановить войну? Желает ли Путин остановить войну? Нет, Путин не желает. А при чем тут Путин, вопрос станет? А при том, что если не Путин, то никто другой не может остановить, как мы видим. Посмотрите, сколько на него пытается воздействовать Трамп, он ничего не может сделать. Остальные европейские страны ничего не могут сделать, а он продолжает там все. В чем? Если Путин согласится, то это будет. А если нет, не будет. Значит, напряжение будет нарастать. Мы так вот, предполагая, я свое мнение говорю. Ну вот с этой ситуацией, что сейчас и Украина, значит, налаживает отношения политические, экономические, там, ну, скажем, военные отношения с этими странами, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и другими, по которым бьет Иран. То есть там напряженная ситуация, и одновременно по всем этим городам и селам бьет Россия по Украине. То есть фактически началась это Третья мировая война, можно говорить, если так вот выразиться, потому что столько стран задействовано. Вот что происходит на данный момент. Ну, в общем, на этом я остановлюсь. Давай, если есть вопросы у людей наших, давай поговорим. Ну, здесь вот вопрос как раз Илькин задает. Ты вот, наверное, тоже видишь, если ты меня плохо слышишь. Вот прочитай вопрос, который там написан. Гойон, Хезион. Да, есть информация о драках казахами и чеченцами. Мое мнение, это провокация дагестанцев против казахов. Что вы думаешь про это? Ну, я читал тоже, что вроде бы чеченцы там. Ну, а другие все вот западные, я слушал разные, те не говорят, что там были чеченцы. Они говорят, что эти охраны, значит, вначале попыталась, значит, противодействовать этим рабочим или этих ветвей, которые работают там. А потом был вызван, значит, подкрепление российское, ОМОН и другой, и они там как бы, значит, арестовали. Я же уже говорил о том, что, возможно, это российская пропаганда для того, чтобы взять, теперь сказать, что казахи и чеченцы враждуют. И чтобы в Казахстане против чеченцев поднялись тоже какие-то протесты, и чтобы чеченцы себя тоже начали. А я же говорил, что между казахами и чеченцами не может быть никакой вражды, это на многие века наша дружба, потому что мы там выросли, родились, и мы все это знаем. Так вот, без казахов, мы как бы нас как нет, казахи наши братья. А какие-то там личные отношения выяснять могут какие-нибудь там люди в частном отношении. Это уже как бы, значит, частные дела, и их нужно наказывать за их действия. Ну, в соответствии с законом. Вот я так думаю по этому вопросу. А это может быть провокация какой-нибудь? Я говорю, что это может быть провокация. Специально может быть Такаева, например. Кого? Против Казахстана. Не, разумеется, это против Казахстана и против того, чтобы, значит, наши дружеские отношения. Если в Казахстане там это что-то начнется, естественно, что чеченцы туда поедут за Казахстан защищать.
однозначно. Так? И здесь нет сомнений, да. Но они хотят уже заранее. Они же планируют заранее вот эти вещи. Это такая вот империя мерзкая. У них мерзкие такие безнравственные вот эти вот приемы, которые они всегда, вот Израиль всегда против наших, ну, собственно говоря, всех людей. Мгм. Вот такая ситуация, понимаешь? Мы в последнее Насколько я время, понимаю. Мгм. Есть еще вопрос, да? Мы в последнее время, Аят, очень много говорили про дружбу. Вот здесь написано, мы казахи знаем, что это провокация. Очень даже правильно. Никаких там не может быть. Но, может быть, какие-нибудь, знаете, в каждом не без уродов будет. Это же бывает везде. А в целом это мы не приветствуем и не можем принимать никак. Вот такая ситуация. Так что здесь ничего такого особенного. Эхо идет, тот пишет. Так, что еще? Какие вопросы? Сейчас ситуация в Украине обострилась, Аят. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, это связано с тем, что они там, представь себе, сейчас эти делают нападки, так? Здесь как бы, значит, вопрос, он, как бы они хотят эту тень затенить эту ситуацию и перенести туда, на восток, ближний. Поэтому здесь и Эрдоган он говорит, что надо это остановить, что мы не позволим на Ливан напасть, и приглашает всех, и поэтому приглашает и они этого, и Зеленского президента туда. И, естественно, там ситуация внутри достаточно вот этой российской, скажем, пропаганды, которая есть, и, вероятно, и агенты влияния тоже влияет, но ситуация очень, война идет, и постоянно убивают, постоянно ночью, днем вот эти. Вот я разговаривал недавно вот с некоторыми людьми тоже там, говорят, тяжелая очень ситуация. В некоторых местах даже нету сейчас их человек ОБСЕ выступил украинский и обратился, потому что в районах, которые они зашли, где на востоке, сейчас я точно не помню, какой там город, люди без света, без хлеба, без воды сидят, и он требует, чтобы это вопрос они разблокировали. Они требуют этого. А это же им что? Им ничего. Они будут ничего не будут делать и близко. Им додавить они хотят ситуацию. Но я не думаю, что им это удастся. И поэтому внутри самой Украины тоже есть вот такая ситуация. Она же давно есть. Но то, что сейчас делает власть в Украине, она уже правильное направление избирает в этой ситуации. И она уже уходит на международный уровень со своими, скажем, возможностями, техническими, военными, так? И здесь это, в этом смысле это правильно и хорошо. Я не думаю, что в этой схватке, что, что Украина потерпит поражение. Поражение должна потерпеть Россия. Вернее, не столько Россия, сколько вот эта преступная власть, которая незаконно пришла к власти в этой стране. Вот здесь что можно сказать только об этом. Так. Эхо идет, я вижу, слышно, сам эхо мое идет. Мы пытались здесь решить, там не получается. Ну, техническая какая-то причина, там потом посмотрим. Есть еще вопросы, да, какие-нибудь? Что ты сказал? Я хотел сказать по поводу вот Украины дальше, хотел еще спросить вас, Аят. По поводу сейчас поставки вооружения в Украину, они сейчас ограничиваются, уже как бы не так сильно. И сегодня Подоляк, есть такой один в Украине человек, который сказал, что возможно нам придется остановиться на месте соприкосновения
Я плохо слышу. Что сказал Подоляк? Что, возможно, придется остановиться на месте соприкосновения с русскими, что как бы дальше Но мы будем остановиться. слушать, надо слушать президента Зеленского, который сказал, что никаких отступных не будет. Зеленский сказал. А если сказал другие личности там говорят, да, они, наверное, со своей точки зрения, это не государственная позиция, я вот что хочу сказать. Позицию государства выражает сам президент и решение Рады. И так вот должно быть. А так, конечно, могут разные говорить по-разному. И даже от власти сидящие. Мне сейчас неизвестно об этом. Но здесь вот такая вот ситуация. Вот я слушал некоторых людей там, да, и читал там кое-что по этой ситуации. Вот сегодня у Трампа в Америке, который готовится к выборам в Конгресс, в ноябре будет, у него практически против него, как вот говорят некоторые, вот отрицательный статус, его не любят, как говорят, до 90% населения против. Так. Кого? Трампа не любят. А. Вот это такие данные, насколько интересно, но ясно, что дело в том, что люди в Украине, в Америке поддерживают, вот такое количество людей поддерживают украинскую позицию. И от Трампа требуют это. А с другой стороны, спрашивается, почему так? Как это может в этой ситуации, когда вот складываться перед этими выборами, которые могут быть очень, ну скажем, важны для самого президента Трампа, а здесь получается, что он там как-то потворствует снова Путину. В чем дело? Какие вопросы? Ставит вопрос, что вот у него какая-то зависимость сильно вот снова сегодня в одном-двух местах. Зависимость от Путина. Значит, у него есть какой-то компромат. Вот так ставит. Ну, есть ли на него компромат или нет, это, конечно, вопрос такой открытый. Ну, есть которые говорят и так, и так. И говорят, есть, другие нету. Но, по крайней мере, сегодня нарушается международное право. Это недопустимо с точки зрения современных, так сказать, нашего бытия. Так? И мы должны, наоборот, делать все для того, чтобы все было в рамках международного права, потому что оно принято, и принято итоговые документы еще после Второй мировой войны. Сейчас это все переделать как? Невозможно переделать без согласия остальных государств мира, в принципе. И здесь вот в этом смысле Трамп конкурирует Китай, то есть Америка. Он говорит, давайте нам переходите ООН, все, мы перейдем к нам. Надежды на Америке нет, на Америку нет надежды. То есть вот это складывающаяся вот такая вот позиция с обеих сторон. С одной стороны диктаторские режимы, с другой стороны демократические страны сейчас стали в лице Америки и ведут себя как-то агрессивно. Имеется в виду Америка и его сателлиты, которые на его стороне. Но они не все, потому что Европа не совсем одобряет, не совсем, а все против, и стала и поддерживать Трампа, хотя он им угрожает, а вот испанец, премьер-министр, тот вообще выступил против. Вот такая ситуация. Вот здесь... Да, говорите. Аят, как вы считаете, война в Иране затянется, будет наземная операция?
Я думаю, что никакой военной операции не будет. Если будет военная операция, то это, как говорится, это растянется как в Вьетнаме или Афганистане. Это будет конец самому Трампу. Это будет... А в то же время он не знает, как быть. Ситуация непонятна. С одной стороны, если так вот получается, тебя держит на цепи, а ты не можешь двинуться, а обязан делать что-то. Вот такое, как будто вот, например, вот такую ситуацию объясняют вот разные здесь блогеры, и политики разные, из Америки еще говорят об этом. Но на самом-то деле мы тоже сами видим. Но для нас, для чеченцев, для чеченского народа, теперь наша страна, и мы не можем соглашаться, чтобы было вообще, как говорится, международное право отодвинуть в сторону, и тогда мы оказываемся где? В бездне, и как и другие страны, это что такое? Здесь должно быть какое-то прямое решение, а то получается, вот давайте вот эти большие страны будем всеми управлять, все заправлять. Это получается половина земного шара, больших государств. Люди как бы загоняют в прошлые, скажем, века. Ну и при современных, как говорится, научно-технических возможностях. Знаешь? Поэтому это важный момент. Вот так вот здесь, но здесь такая вот ситуация, собственно говоря, насколько нам понятно. Ясно. Аят, как вы считаете, почему европейские страны не поддержали войну Трампа и Нетаньяху против Ирана? Они не поддержали, потому что, во-первых, эти две страны, которые ты говоришь, они же идут в разрез с современным международным правом. Тогда рушится вся система Европейского Союза, который Европарламент, ПАСЕ и другие, все, их конституция, все рушит. Если Трамп на это идет, то здесь, если такое вот будет произойдет, то здесь в этом смысле народ может выйти. Здесь вот сегодня вот в Париже было сказано, кто-то там американский банк, он принес какой-то там взрывчатку, хотел взорвать. Ну, хорошо его смогли там обезвредить, но пока неизвестно кто. Его поймали, он там заявил, что ему кто-то что-то оплатил, и отправили, что такое, он хотел взорвать, у него взрывчатка, все было. То есть какие-то провокации снова здесь, вот, в Париже прям. Ну, Франция же тоже отказалась участвовать в войне. Франция же тоже отказалась участвовать в войне. Ну да, они все пытаются. Здесь, Испания-то, так, премьер-министр вообще открытый выступил против. Да, с самого начала. Да. Но здесь и другие, а сама премьер-министр Мелания, как ее, Италия, она тоже прямо сказала. Это не Соединенные Штаты Америки, это Италия, и мы за итальянские, мы не будем ваши, мы у себя там решать, что там нет. То есть здесь вот жесткие такие вот высказывания в адрес тех действий, которые сейчас в пользу Путина высказывает Трамп. Хотелось бы сказать, что если бы это было какое-то решение, уже год почти прошел, так? И вот такая ситуация. Да, вот такое дело на данный момент. Вот такое дело. Путин со своими союзами, союз промышленников, есть такое общество, да? Ну вот он здесь теперь начал, давайте мы общий котел деньги. Давайте. И, видимо, он сейчас будет всех там, как говорится, по карманам чистить, отбирать. Такая ситуация.
Мне тоже вот сейчас написали, и вот здесь Эркин как раз пишет, то, что вы говорили, что это не чеченцы, а казахи, ой, не дагестанцы в охране работали. Вот Может быть. может быть. Но в любом случае, если даже дагестанцы или чеченцы, особо раз нет, но чеченцы мы воспринимаем, потому что против чеченцев вообще это война, они раскручивают сейчас войну всю. И сейчас там они, вот там находится их поставлены марионетки, и этого марионетка валяет как хотят. Все эти русские, все, и во всех их обвиняют, во всем этом, все. Это, как говорится, бьют не по паспорту, а по морде. Как. Да, и дагестанцы, и чеченцы, разницы там в этом смысле в принципе нет, но они хотят это вынести вот на этот уровень. Так что вот такие дела на данный момент. Ясно. Вы сказали, что, скорее всего, наземной операции не будет со стороны... Да, я думаю так. Если она будет, то они проиграют. Они проиграют. Как раз там им нужна обоюдная схватка. В этой схватке они вряд ли выиграют. Потому что там 90, почти 103 миллиона, мне так сказать. Да, ну это не важно. Страна очень большая, и люди настроены там защищать свою страну. Они даже сейчас защищают не власть религиозную, а защищают свою страну, свою родину. Люди вот такие, патриотические, у них настроение какие-то. И кто к этому их приводит? Что это такое? То есть здесь это как раз заинтересованный кто? Надо думать, кто заинтересован? Что? Разве здесь я вот с одной стороны думаю, разве Нетаньяху и Путин, они близки, что ли? Хотя Нетаньяху говорил, он всегда мой друг. С одной стороны. С другой стороны, они на разных политических, как говорится, плоскостях находятся, а с другой стороны, они друзья. То есть здесь выявить это, думаю, только после того тщательного расследования. А это будет, наверное, когда Трамп уйдет в отставку. Ну, в смысле, срок может быть. То есть мы обречены вот на такое состояние. Развязка какая может быть? Развязка. Если они не заходят, просто бомбить будут. Ну, для Путина остановить войну? Нет, я про Иран. Про Иран я. Иран? Что ты сказал? Про Иран. Я говорю, а если американцы не будут заходить на землю, то есть сапога не будет на земле, то они какой сценарий вы видите? Будут бомбить просто? Я думаю, что Трамп, вижу, что Трамп, как говорится, как это Симонян говорил, заднюю дает. Но он не может это сделать и оказаться, что влез туда и что совершил ошибку. Он не может сказать. Если он скажет, это значит, у него сейчас эти выборы, все, ему необходимо выглядеть, как бы, значит, победителем. То есть, и с другой стороны, вот это все, кто там говорил, что как там что-то происходит, туда-сюда, какие-то вот эти вопросы, проблемы поднимаются в отношении вот этих вот эпштейнских и других, Эпштейна, так, то сразу начинаются какие-то вот такие военные действия, такие удары, которые, значит, пень бросает на эти все другие дела. А если их поднимает, снова начинается война. Как будто бы кнопку нажал, пошла война. Ну как решить? Как решить? Да. Ну, решать это им придется. Мы свою позицию говорим. Мы говорим, что вернуться надо строго в рамках действовать в международном праве и призывать к этому. Это что такое? И с одной стороны, Иран и Россия единомышленники. Так?
А с другой стороны, как вот я сказал тебе это, Эрдоган недоволен тоже, он говорит, что это Хазбалла, это они провоцировали, они начали эту войну, и это развязано для того, чтобы создать здесь катастрофу на Ближнем Востоке, что мы не должны это допустить. Вот Трамп, это его заявление. А раз он говорит, что это нельзя, значит, с одной стороны, он не на стороне Ирана, так? С другой стороны, он видит, он говорит, что это Запад делает. От Запада что он понимает? Европейский Союз, я не думаю, что Европейский Союз в этом активизируется. Он, наверное, говорит, Запад подразумевает, наверное, Трампа, Америку, которого подтягивает, скажем, Нетаньяху, не говорят. Другие говорят, что эту провокацию все там создал Нетаньяху, который не хочет уходить, потому что его сразу посадят. Или там 4 или 5 судебных дел тоже. В общем, здесь получается, вот они на вершину власти забрались, и ситуация, ну так вот, теоретически получается. Хотя все это может быть тоже не совсем верно, потому что истину мы не узнаем. Но, по крайней мере, ясно одно, что нельзя людей убивать без вида, нельзя захватывать, если даже этих диктат стержит, нельзя заходить, там, менять нарушения международных прав. Надо другие какие-то условия, чтобы и требовать этого, едино объединиться. Мне казалось, что Америка, Европа и остальные страны там, Америки объединятся и будут действовать против этой империи России. И заставить ее уйти. А здесь получается наоборот. Почему? Вот в чем вопрос, как мы видим. Это вопрос очень такой вот, ответ на который мы сейчас не можем точно сказать, но как бы очень похоже, как по американской пословице, там утка хромает. Или как она, это утка называется. То есть вот такое дело. Как будет это все? Куда это будет двигаться? Ну, мы каждый день вот сейчас сидим, тоже не знаем, что будет. То так, то сяк, казалось, будет так сделать Трамп, или здесь, с другой стороны, Рубио, там выступил, сказал, все, что вы слышали, это неправда, не говорил, Трамп вот так, я удивляюсь, я там слушал, это что он заявляет. Какие-то заявления, которые делал якобы Трамп, он опровергает, этого не было, я сам слышал заявление. А это тоже может быть. Так что здесь это знают изнутри только те люди, но у них не хватает, собственно говоря, как Рубио сказал, опровержения не хватает. Но с другой стороны, сам Трамп, он там так вольготно ко всему к этому относится, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что мы видим. Мы-то все видим, и ощущаем это все. Вот такие дела. Аят, а может ли так быть, что внутри Ирана будут какие-то диверсионные группы, которым на помощь придут американские, азербайджанские, я не знаю, какие-нибудь израильские военные? Но я думаю, что это так, я думаю, что никакие там военные туда не пойдут, военные будут защищаться, скажем, в стране. А нападение на Иран не будет, мне кажется. И никакие военные, ни курды, ни другие, ни азербайджанцы не пойдут. Потому что если вяжешься туда, оттуда не выйдешь. Это же, знаешь, как болото, из которого ты не выйдешь. Они будут бороться. Биться будут. И не только за эту власть, которая там есть, а за то, чтобы вы не имели права наше государство вмешиваться и убивать наших людей, руководителей. То есть их национальная гордость. И притом это древняя страна. Мы же знаем это. Вот о чем речь. В общем-то, вот так.
а как тогда решить эту проблему? Например, Югославию бомбили 3 месяца, и она потом капитулировала. Ну, Югославию не Югославия сравнить. Югославия там это Она совсем не имеет сравнить. Да, да. Да. Это не Это не сравнить с сравнить этим. с этим. Хотя Хотя я не я умоляю, не умоляю эту Югославу, так? Югославу, Но я хочу сказать, здесь религиозный фактор присутствует, так? С другой стороны. И другое, значит, их национальное, вот, значит, идентичество, они древняя нация, одна из древних наций, и одна из древних государств мира. И они, конечно, не пойдут на какие-нибудь. Но это видно. Вот сейчас они собрали, говорят, сразу миллион человек под ружье встали. Еще другие говорят, сейчас мы готовы встать и войти будем молоты, если что. Так что здесь вот такие... Я думаю, что Трамп будет здесь искать выход из этого положения, а вот сам этот Иран, он не дает никакого хода. Он говорит, давай, вот я зачитал же вот эти 5 пунктов, да? Которые ни один из них может быть неприемлем для Трампа и для Запада. А у России, то есть у Америки тоже есть свои пункты. А он вообще говорит, мы не будем рассматривать. С одной стороны, Трамп говорит, мы уже договорились, мы ведем там какие-то переговоры, как будто тайные. Есть ли они или нет, мы пока не знаем. Может быть и так, но хотелось бы, чтобы война эта была остановлена, и все было возвращено на круги своя. И те, которые, значит, вот это устроили, виновники этого всего. Это виновники Кремль, и Путин, его команда. Они это раскручивают все. Им не хватало земли на этой планете больше, чем у любой большой страны, 2-3 раза больше. Ископаемых огромное количество. Все. А что они делают? Они всех своих понабрали вот этих разных олигархов, говорили, демократия. А теперь смотрите, на каком состоянии находится народ. Люди вот этой пропагандой, как говорится, дурманят. Так что здесь вот такие вот процессы, которые могут быть пока что непредсказуемо, потому что много людей разных, и с России, и все чуть как говорят вот так. А что это будет, как это будет, они даже те, которые сегодня противостоят, не знают, как это решить. Не знают, потому что они попали в этот капкан. По крайней мере, я думаю, что этот президент Трамп попал в этот капкан. Пока что. Из него, чтобы выйти, ему не дают вот эти вот обстоятельства. Вот так вот. Интересно. Так. Мы уже больше часа в эфире. Так. Больше вопросов. Ну давай тогда закончим. Тем более, что это идет. Да. Давай, Аслан. Завершим. Спасибо всем, кто нас слушали. До встречи следующего во вторник. Да, всего хорошего. Давай, Адикей.